Ну что, всем доброго дня. Дмитрий Каретко, Альбина Касимханова вместе с вами. 9 число сегодня. Лето наступает. В конце июня вступает в силу федеральный закон о пчеловодстве в Российской Федерации. Он регулирует механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Обсудим законы и проблемы отрасли с нашей гостьей, депутатом Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Руфиной Аликовной Шагаповой, которая давненько в этой студии не была, надо сказать. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть. Я тоже. Мы тоже очень рады вас И видеть. утро начинать именно с вас. Руфина Аликовна, вы же сама пчелка, вы же то там, то сям защищаете экологию, природу, но это Ну партия что ж делать, я единственный зеленый в парламенте, Дим. Приходится вот все За это компенсировать за всех. Ну, Да. давайте к населению обратимся. Мало зеленых в парламенте в башкирском. Нужно как-то... Тем более впереди госдумовские выборы, надо голосовать за зеленых. Вот сразу такое. Нормально. Голосуй за природу, за пчелу нашу башкирскую в том числе. Руфина Аликовна, знаете, ну, где-то события двухнедельной давности, может, трехнедельной, пчелы начали гибнуть в Республике Башкортостан. Вы, как поборник защиты пчел вообще в республике, давненько обращали нам внимание на то, что у нас их не защищают, да? В чем причина гибели массовой? Ну, в разное время разные причины, конечно. У нас же периодически мы возвращаемся к этой тематике. Но то, что сейчас произошло, это, конечно, с другим бедствием связано. Там, с наличием шелкопряда в наших лесах. И они прямо со страшной силой начали уничтожать Вы леса. были на местах, да, на юге Башкортостана? Смотрели, видели все? Ну, страшная картина на самом деле. И там вот это в режиме уже чрезвычайной ситуации, можно сказать, начали там вот бороться с одним злом. И, к сожалению, попали под раздачу опять наши пчелы, конечно, в очень многих местах. Хотя сейчас идут и разбор полетов, там во многих местах разбираются, предупреждали ли пчеловодов, хотя обязаны это были сделать. Ну вот предупредили бы их, и что было бы. Да, пчелы же это не Но такое... их надо закрывать, но там есть уж свои средства, чтобы именно в этот день не выпускать. Но тут другая беда, понимаете, то, что вот эти препараты, которые скидывались там же сверху прямо все это распылялось, да, и эти препараты, они же долгого действия тоже. И пчелу сегодня не выпустишь, завтра, послезавтра препарат никуда не девается, потому что тоже борьба там с другим вот злом, периода, длительного периода. Поэтому вот такие вот, ну, такая беда, трагедия произошла, но там хочу сказать, что вот я все-таки уточняла и тоже общаемся же и с нашей ветеринарией, не стопроцентное все-таки произошло, как это уже у нас было один раз. Тут где-то до 40% из... Ну, Мы говорим о гибели, да? о гибели пчел, да, о гибели пчел. То есть в процентах это не настолько катастрофично, но тем не менее трагедия существует. Сейчас, конечно, кто-то будет судиться, кто-то будет доказывать, предупреждали, не предупреждали, но это уже такие вот... И вот здесь такой вопрос основной, а удалось ли победить шелкопряда вот этими пестицидами? Ну, видно будет. Это пока что только, наверное, спустя какое-то время, да, выяснится. Ну, вот, вы знаете, вот эта засуха тоже, наверное, ко всему этому способствует. Вот, когда вот эти вещи, ведь появляется там саранча, появляется, да, шелкопряд, еще масса других вот тварей божьих, которые, в принципе, для нас не всегда есть. Ну, хорошо, давайте без божьих просто, да, точку поставим после твари. Ну а как-то Простите, пчел-то пожалуйста. можно защитить? Вот это всегда такой вопрос. Они же свободно летающие, перемещающиеся. Да, вот. Их не пересчитаешь. Я не думаю, вашей проконтролируешь. передачи «Салям» нам для обсуждения защиты пчел не хватит. С вами просто надо выехать в Бурзянский район, а там как раз вот специалисты и любители. Ну, и с ними вот смотрите. обсудить. В конце июня, начале июля вступает в силу закон о защите пчел, пчеловодчества в Российской Федерации. Это даже не региональный закон, а федеральный закон. Вам он наверняка хорошо знаком. Что он дает пчеловодам? Республики в данном случае. Да, вот сейчас же тоже о наличии химикатов, о распылении химикатов речь идет. Так ведь то, что в очередной раз гибель пчел связано это в основном уже в последнее время, потому что развитие разных культур, рапсовых культур, они тоже требуют применения огромного количества разных пестицидов, других химикатов. И вот это все приводит в свою очередь, конечно же, к гибели пчел. Для того, чтобы этого не допускать, сейчас уже вот федеральный закон серьезные изменения приходят, который регулирует сам механизм, не запрета именно применения этих препаратов, потому что от этого мы никуда не денемся. Во-первых, препараты должны быть специально сертифицированные, лицензированные и допустимые к этим видам работ. Это, во-первых. Во-вторых, там сроки четко проговариваются, за сколько дней должны предупредить пчеловодов. Например, там четко в законе сказано, за 3 дня должны каждого пчеловода известить, предупредить, потом в скольки километрах
там, если речь идет вообще о выведении породистых пчел, да, там маточного, вот именно таких пород, маточников, там уже речь идет до 25 километров ограничения, чтобы запрета, там не должно быть вот этого распыления, потому что считается, что вот это расстояние, которое как раз-таки в основном преодолевают эти пчелы, летают... Такой буфер, да? Да, условно? да, который вот должен защитить пчел, которых, как мы говорим, не держать же не в улье, сдержать. не сможем держать. И То есть вот такие четкие перечни ограничений, которые мы ожидаем, вступление в закон федерального с 1 июля уже, наверное, да, будет действовать. То есть он тоже должен оградить вот этих пчеловодов и наших пчел. Но есть дикие пчелы, к сожалению, которых, наверное, тут уже не оградишь никак. Но смотрите, то, что касается диких пчел, тут у нас отдельная тема огромная. Там вообще тоже речь идет об буфере. Все-таки их надо защищать тоже только вот такими границами и не трогать ареал их обитания, чтобы они там были все-таки максимально приближены к природным условиям, и человеческий фактор на них никак не влиял. Ну, Руфина Аликовна, мы говорим о том, что пчеловодов необходимо защищать, но они тоже должны думать о себе, да, береженого Бог бережет. И мы с вами обсудили такой момент, что пчеловоды банально не дают знать о том, что они вообще существуют на определенном не участке. зарегистрированы. Да, так вот с скажем. этой проблемой, кстати, вот несколько лет назад, когда мы уже сталкивались с отравлением пчел в массовом порядке, тогда гораздо ужасающие картины были, да, тоже, мы столкнулись с тем, что многие пчеловоды просто не зарегистрированы. И на компенсацию, которую уже правительство выделяло, на субсидии, они не могли просто-напросто рассчитывать. Вот это тоже Потому что беда. на бумагах их нет. На да? бумаге, да, они существуют, они, может быть, молодцы такие, там их прадед занимался пчелами, они занимаются, но если они на бумаге не существуют, то и, соответственно, субсидии эти получать достаточно, проблематично, мягко говоря, да, а может и невозможно. И очень часто мы еще сталкиваемся с таким моментом, ведь мы говорим о вырубке лепника очень часто, а федеральный закон, он, леса у нас принадлежат, регулируются федеральным законодательством, и если вот этот лепняк пчеловоды брали бы просто в аренду, то на них уже министерство не может дальше на вырубку их выделять. Так ведь договор заключается с пчеловодами, это тоже, с одной стороны, одна из форм даже защиты наших лесов была, но, к сожалению, тоже не с удовольствием и не всегда пчеловоды почему-то идут на это. А ведь это тоже такие законные их и защиты их прав в дальнейшем в случае, когда что-то происходит. Уже даже при вступлении нового законодательства должны будут считаться с этими пчеловодами, которые вот их территория лепника, вот они там пчел пасеку свою держат, и их будут уже иметь в виду всегда. И они их будут знать как минимум. Они их будут как минимум знать, и защищать их права уже защищены будут права их по закону. Но если они их не знают, как их защитить? Тут, сложно. наверное, такой момент, когда еще не сформирована вот эта культура ведения этого хозяйства, да, занятия пчеловодством, и только сейчас это начинает формироваться. Проговаривать даже с вами это, я думаю, кто-то это услышит, да, и это применить, потому что это все в их пользу только. И в пользу, все конечно пчеловоды же... республики примкнули к экрану, Руфина Аликовна, прямо сейчас. Да. Да. А те, кто не услышал, им передадут. Обязательно передадут. Давайте подытожим. В любом случае, для того, чтобы у пчеловодов было меньшее количество проблем, им необходимо о себе заявить, что вот мы есть. Да, они должны быть в правовом поле. Вот они есть, они зарегистрированы. Побольше, я бы посоветовала, побольше именно таких лесов в аренду брать, где липа растет наша, да, этот основной источник. Второй момент. Мы можем в прямом эфире сказать, что и башкирский парламент, и башкирское правительство будут поддерживать тех, кому сейчас досталось, да? Нет. Но сейчас кому досталось от этого, тут в таком формате сложно говорить, потому что, я говорю, сейчас идут разбор полетов, так скажем, куда входят экспертизы, выяснение обстоятельств, кого предупреждали, кто сам виноват, кто существует в этой природе как юрлицо или как индивидуальный предприниматель. То есть все это будет происходить, я думаю, в большей части в судебном порядке будут разрешаться эти споры. Потому что такого централизованного, мы виноваты, ребята, мы вам субсидируем, такого вряд ли будет в этот раз, потому что ситуация действительно чрезвычайная.
там речь шла, я так думаю, очень быстро надо было тоже применять какие-то Ну, меры. реагировать необходимо было, Да, да, на необходимо нашествие было, шелкопряда? чтобы вообще без лесов не остаться. Ну и, наверное, совсем скоро те люди, которые просто занимались пчеловодством, ну потому что это традиция, культура, обычаи, и не заявляли о себе нигде, сейчас эти люди задумаются о том, как же все-таки сохранить. Пора бы уже, потому что год от года повторяются эти истории, и страдают именно те, которые, ну, никак о себе не заявляли и не проявляли А себя. мы можем сказать, куда им нужно прийти и заявиться, чтобы Да, не знаю, зарегистрировать? начать хотя бы просто со своей администрации. Сельсоветы, да? Да. Сельсоветы, их же администрация очень сильно тоже поддерживает. Они тоже заинтересованы в том, чтобы это был такой В том, чтобы к ним в район не приехала проверка и не задал вопрос, а почему вот у вас здесь гибель пчел, а вы об этом не известны? А мы-то при чем? Вот же он сам молчит. Понятно все. Ну, здесь, да, все предельно. Диме все понятно, я до вас. Я готов уже сейчас Консультировать и отвечать на вопросы. Конечно. Спасибо вам большое, Руфина Спасибо Аликовна. огромное. Хорошего вам дня. Ну, я не знаю, желаю такого депутатам, действующим в канун выборов, удачных вам выборов и побольше зеленых и в Башкирском Побольше федеральном зеленых. Вот парламенте. это, да, И пожелайте, больше чтобы вот единомышленников, да, чтобы это все-таки идею защитить и продвигать вперед. Спасибо вам огромное.